последнее время в Сухуми наблюдается строительный бум. Кафе и магазины, дома и гостиницы, улицы и набережная – все претерпевает изменения, и многое возводится с нуля. Особенно радуют тихие уголки, где можно выпить кофе и пообщаться. Мы находимся на главной улице города, улица Леона. И мы подошли к объекту, который вдруг появился на этой улице совершенно недавно, между зданием Русдрама и историческим объектом, памятником архитектуры, домом, построенный в советское время, сталинским домом. Вдруг появился очень интересный объект кафе «Премьера». И автором этого удивительного места стала наша известная зрителям архитектор Сали. Сали, скажи, пожалуйста, какие цели и задачи тебе были поставлены, чтобы вот этот объект появился? И я, как поняла, он пользуется большой популярностью среди жителей нашего города. Да, здравствуйте. У нас была задача внедрить современное кафе в старую постройку, чтобы оно популярно было между молодежью, также во всех поколениях. При этом, чтобы это было так очень аккуратно и не контрастировало с общей застройкой города. И вот сразу же мы сейчас зайдем вовнутрь, но хочется сказать вот об адресном плане, почему была выбрана такая вот дверь-решетка. Мгм. У нас весь интерьер, он на 3 материалах основных держится: камень, дерево и металл. Деревянные все-таки конструкции на фасаде не очень были бы функциональны, поэтому мы остановились на металле. Разрешетка у нас тонкая для того, чтобы и просвет был изнутри, чтобы солнце попадало много. Все-таки инсоляция нам важна, это центр города. Интересно наблюдать внутри интерьера на то, что происходит на улице. Поэтому было решение такое. При этом сплошное остекление тоже не очень для гостей внутри сидящих. Все-таки приватность тоже сохранить пытались. Мне кажется, вот такое среднее решение. И приватность, и открытость 2 в одном получилось. А вот теперь понятно, так как внутри нет никаких окон, Да. вот эта дверь единственный источник света, и поэтому такое решение. Я думаю, это уже теперь понятно. Давайте зайдем вовнутрь. И первое, что бросается, когда сюда заходишь, Сали, это то, что вот этот камень почему-то представляется как новодел. Но, судя по всему, это именно старая кладка, и вам удалось ее вот так обновить, Сали? Да, к этому мы пришли, когда оголили стены от старой отделки. Там были пластиковые деревянные панели на стенах, тут была старая кофемолка, и просто в обычном состоянии находилось помещение. Когда мы решили оголить стены, так как нам нужен был капитальный ремонт, мы увидели эту старую кладку камня, влюбились в нее, единогласно решили оставить в интерьере. Естественно, нужно было ее сохранить, обработать, почистить. Уже чистую каменную кладку покрыли лаком, и вот она выглядит очень свежей. На самом деле она как пример у нас для других проектов, выглядит очень прям презентабельно. Насколько интереснее смотрится натуральный материал, вот правда на этом примере можно понять, насколько фактурно, рельефно, чем все эти пластиковые сайдинги и прочее. Итак, начнем с самого начала. Заказ был принят, и какие мысли у тебя возникли? Да, сначала мы зашли сюда, в это помещение, с мыслью: нам нужно свежий новый взгляд, нужен концепция, которая не устареет и не надоест глазу, и которую можно обыгрывать, если даже там пройдет 2, 3, 4 года.
Для меня это было несложным решением, потому что, ну, зайдя в это в помещение, я увидев эти оголенные стены в камне в светлом цвете, я уже поняла, что нужно работать с контрастами, но при этом не переигрывать это все. Основная концепция у нас стал новый такой светлый фон в теплых молочно-бежевых оттенках. Это и наш натуральный камень, это наша плитка на полу, мебель. Мебель у нас из дерева натурального, тоже светлые оттенки максимально подбирали, чтобы все это было светлым фоном для нашей контрастной лестницы металлической. Она является ядром, стержнем таким всего помещения, зала, центром концепции. И задумка была такая, что если мы начинаем с зеленого цвета, но если нам надоест зеленый, мы можем перекрасить оранжевый, красный, синий, какой-то такой цвет, который, может быть, в тренде будет через несколько сезонов, может просто полюбиться хозяевам по-новому, будет смотреться. То есть Но это вы будет сочетаться, выбор да. такой дали, да? Да. Можно менять, это же очень важно Да, тоже. это и интересным решением было, согласились также хозяева, что это будет актуально и на несколько лет вперед, поэтому основной фон плюс контраст какой-то. Это основная концепция. Ты назвала материалы: камень, железо и дерево. Это вот просто у меня лично вызывает восторг, потому что это именно те материалы, которыми можно очень лаконично сделать интересные интерьеры, и перед нами именно такой. А скажи, пожалуйста, все-таки как вообще инженер выстраивает композицию? Вот как вы решили? Это такое двухэтажное пространство. Как вы это сделали? У меня было несколько планировочных решений и схем, как здесь будет проходить, какие пути для людей, для посетителей, для персонала, чтобы это было удобно, комфортно, эргономика, чтобы сохранялась. Несколько вариантов планировочных решений было с вторым этажом. У нас достаточно высокие потолки, и раньше здесь был второй этаж, но так как мы решили, все это будет новоделом, раньше здесь было меньше места, но мы все-таки у нас получилось благодаря решениям нескольких вариантов планировок найти одно, которое подходит нам и удобно будет и для посетителей, и для персонала, который будет каждый день здесь, например, по этой лестнице удобно и тактильно по дереву ходить, плюс металлические ограждения легкие, тонкие, они меньше места занимают. И при этом у нас и функционально она используется очень. И как центр, естественно, нашей композиции тоже видно, сразу заходим, и взгляд падает на нее. Она основной наш путь, соединяющий с первым и вторым этажом. Скажи, пожалуйста, вот судя по всему, что кафе названо «Премьера», а все-таки вот название повлияло на близость с Русдрамом. Кто это название выбрал? Мы с самого начала нашего пути в проектировании закладывали уже такую концепцию, что здесь будет отсылка на Русдрам. Не прямая отсылка, мы не сотрудничаем с ними там напрямую, мы не являемся их частью, но для того, чтобы привлекать молодежь, зрителей, туристов, наших местных людей, это нужно связать, так как все-таки естественно, Русский драматический театр, он рядом, он центр притяжения этой улицы, и нужно концептуально связаться с ней. Поэтому и наш графический дизайнер придумал логотип, и концепцию приняли хозяева, и поэтому так, мне кажется, очень органично вписалось. Знаешь, вот, Саля, меня очень радует, что наше молодое поколение архитекторов очень трепетно относится к тому, чтобы вписаться в то, что есть. Скажи мне, как автор этого проекта, ты довольна? У тебя все получилось или есть то, что ты не учла? У меня такое впечатление об этом проекте. Естественно, реализация не прошла бы так легко, если бы так ответственно не отнеслись к этому собственники этого помещения и бизнеса. Но
Я довольна на 99%, потому что картинка, моя реализация, моя идея, она принялась хорошо и реализовалась также. Единственное, что, может быть, также нам, как обычно, мало места не хватает, но все-таки все, что мы могли из этого выжать, из этого помещения, мы сделали. У нас и на втором этаже посадочных мест достаточно, и внизу, хотя мы там не ожидали, что столько поместится. Максимально постарались использовать пространство. Хотелось бы еще, но вот этот вот но минус единственный есть на 1%. Остальное все очень удачно вышло. Ну вот пока шла съемка, мы заметили, что все пространство заполнили уже молодежь, которая с утра пришла, здесь пьет кофе, сидит, общается, обсуждает какие-то проекты. То есть место оказалось востребованным молодежи и абсолютно вызывает эстетическое такое удовольствие, за что тебе, конечно, огромное спасибо. Вам спасибо. Сегодня мы снимаем и второй объект, автором которого является Салих Хапешт. Находится он на проспекте Аяйра, в одном из дворов, в одном из сухумских двориков. В Сухумском дворике, где ужились и старые постройки, и новые, возникло вот такое очень интересное сооружение. Сразу видно, что здесь дислоцируются архитекторы. Итак, Сали, это ваш офис, и он выполнен очень интересно. Расскажи нашим зрителям, что тут можно увидеть? Офис пока в таком фасад в сыром состоянии, но мы планируем на эту сетку посадить красивую цветущуюся глицинию, чтобы она и нас радовала своим цветением и при этом как-то украшала наш фасад. Единственная наша сложная задача была внедрить наш фасад в застройку, которая уже существует внутри двора, чтобы выделялась и при этом как-то было понятно, куда приходит человек, в каком бюро мы работаем, в каком архитектурном бюро мы работаем, чтобы было не тяжело найти. Поэтому максимально простые решения в отделке, тоже собраны своими руками, каркас металлический, решили, чтобы и облегчить себе задачу, при этом, чтобы можно было обыграть, просто сеткой натянули. Дальше уже будем украшать. На Новый год мы украшали ветвями ели, сейчас мы думаем просто живое растение посадить на круглый год. Очень интересно изображен сам логотип. Это тоже твое авторство? Логотип нам разработала моя подруга, графический дизайнер, но сама идея названия у нас возникла, оно с глубоким смыслом для меня, для моего бюро. Переводится и читается просто САБ, Сали архитектурное бюро. Естественно, в абхазском переводе САБ это мой отец. Так как это помещение принадлежало моему отцу при жизни, он мне его передал, получается, по наследству, так же, как и мою профессию по генетике мне передал. Мне было важно, чтобы это было со мной, оставалось со мной, и в работе тоже, чтобы это было с таким ключевым началом и продолжением. Поэтому назвали САП, при этом аббревиатура тоже легко читается и на английском, на абхазском и на русском языке. Сейчас здесь представлено на английском языке, но мы планируем еще на абхазском с переводом вынести на проспект, чтобы легко было нас найти, навигация чтобы была. Спасибо большое. Давайте зайдем в ваше творение. Добро пожаловать.
Итак, мы внутри помещения. А как же сами архитекторы создают для себя уютное пространство? Расскажи нам, пожалуйста, Салли, ты автор и проект, это твоего бюро. Какие у тебя, опять же, были цели, задачи? Здесь была какая-то старая постройка, да? Здесь была старая постройка, такого квартирного типа жилого. Конечно, изначально мне хотелось здесь сделать студию под жилье, но когда уже начала работать, над своими проектами, лично, я решила открыть для себя небольшую студию архитектуры и дизайна. И минус этого помещения в том, что оно вытянутое, длинное, немного узкое, но мы все-таки нашли решение для рабочих мест максимально уместиться все вместе, так, чтобы 4-5 человек удобно сидели, работали. Единственный, наверное, минус еще в том, что у нас это помещение находится внутри двора, и небольшие проблемы, конечно, есть с инсоляцией. Дневного света тут мало, но все-таки для офиса это не так важно. У нас есть основные все для работы потребности наши все закрыты, поэтому тут удобно. Есть своя подсобка, кухонная зона. И для встреч с заказчиками, место ожидания, место для встречи бесед тоже у нас организовалось удобно. Салли, ты сказала, что тут мало солнечного света. Я считаю, это даже плюс, потому что, учитывая, что в Абхазии почти 10 месяцев яркое солнце, и только 2-3 месяца такая пасмурная погода, это можно посчитать даже убежищем от нашего такого иногда изнуряющего солнца. Да. В этом все-таки и свои плюсы тоже есть. Итак, композиция здания. Понятно, что вы были в рамках каких-то определенных, но вы вышли из ситуации и сделали очень интересное пространство. Какова композиция и какими материалами было решено это? Да, мы двигались от того, что у нас есть, от тех, первоначальных, данных, которые у нас есть. Нам нужно было 3-4, как минимум, места рабочих для того, чтобы техника встала, чтобы проходить было удобно, комфортно, чтобы у нас было оснащено здесь всем тем, что нужно для работы, не выходя из этого помещения, чтобы мы закрывали все свои потребности там для распечатки своих проектов, для выхода в интернет, для работы с техникой. Единственное, еще большой плюс у нас: мы выходим из офиса уже в центре города, все в шаговой доступности, удобно. И для клиентов удобно, и при том, что мы в центре города, мы закрыты от шума, от машин, от такого движения какого-то, которое могло бы нас как-то отвлекать, потому что мы внутри все-таки находимся, закрыты. Из основных материалов мы все просто реализовали в плане материалов, так как нам просто нужен какой-то светлый объем, не надоедающий взгляду, глазу, потому что для работы, тем более для такой работы, которой там перед компьютерами сидим, там бывает часами без остановки работаем, нам нужно, чтобы фон был спокойный, не раздражало глаз, каких-то деталей поменьше, все в минимализме, чтобы настраиваться на то, что у нас в голове, в компьютере, как сказать. Поэтому такой основной светлый фон, какие-то контрастные цвета, в терракотовый цвет у нас там в проеме, в текстиле, светильники наши такие интересные с терракотовыми обрамлениями, тканевыми. Они, кстати, пропускают ток в ткани, тоже интересное решение. А так основной технический свет, серые тона, белые тона. Мгм. Скажи, пожалуйста, вот ты набрала молодых сотрудников. Я думаю, для наших телезрителей это будет интересно, что в Абхазии появилось уже большое количество, немало, но молодых новых архитекторов, инженеров. Представь себе свой коллектив, вот, что они делают, какие у тебя работники, какой профессии. Ну, так как мы уже представили себя как архитектурное бюро,
мы должны предлагать весь комплекс услуг. Не только архитектурные проекты, хотя это основная наша задача, основной наш стимул, концепция, но также у нас дизайн интерьера в топе проектов, потому что часто обращаются клиенты с дизайном интерьера жилых домов, коммерческих помещений на реализацию. Также у нас появился ландшафтный дизайнер, который проектирует именно рабочую техническую комплектацию проектов ландшафтного дизайна. Такое, наверное, не в каждом бюро есть, так как мы часто сталкиваемся с тем, что специалистов мало в Абхазии по ландшафтному дизайну. У нас молодой специалист, который обучается сейчас в Питере, заканчивает учебу, но уже практикуется. Уже несколько проектов мы закрыли. Это кто? Это Вероника Шакая. Мы познакомим вас и с проектами, если интересно, которые мы уже закрыли. А также у меня дизайнер интерьера Лера Айба. Мы занимаемся визуалом и технической частью интерьеров жилых домов, квартир. Также планируем уже в очереди на проекты интересные, более такие общественные. Естественно, в нашей команде есть архитекторы, с которыми я работаю совместно, но не как предлог того, что мы в одном бюро. Мы работаем как коллеги, как друзья, разрабатываем какие-то проекты совместно, реализуем их также совместно. Полноценный архитектор Нарсоу Куджба, который занимается своими проектами, реализует также их, но мы часто берем такие командные работы друг с другом. Тоже интересно, так как я всегда любила работать в команде, и мне было важно, чтобы у меня тоже сформировалась такая команда, которая будет сообща реализовывать интересные идеи. Скажи, пожалуйста, Саля, а есть ли в вашей команде понятие сохранности исторической застройки города? Понимаете ли вы, может быть, это сейчас даже и неправильный вопрос, но он для нас очень больной вопрос для жителей. Понимают ли современные архитекторы, в каком городе они живут и какая задача перед ними стоит? Вот есть ли у вас такое понимание сохранения исторической застройки города? Я, насколько могу сказать за себя, также за своих друзей и коллег, с кем я работаю архитекторами, я уверена в том, что мы болеем за то, чтобы архитектуру старого города, не только Сухумова, по всей стране сохранить максимально. Если что-то зависит от нас, мы можем предложить свои какие-то концептуальные идеи, проекты. У нас уже был такой опыт. Мы предлагали какой-то проект визуальной реконструкции нескольких зданий. Если все это сохраняется и реализуется, и старые здания оживают при этом в современном ладе, но с охраной и исторических своих обликов, нам, естественно, это нравится, и мы за это, и мы хотим продолжать эту идею, концепцию развивать. Пока мы только начинаем свой путь, у нас несколько месяцев, как открылось бюро, как молодое такое бюро архитектурной студия дизайна, можно даже сказать. Но мы целимся на то, чтобы какой-то вклад внести в историю города, в историю страны, так как не зря мы здесь, для этого мы все здесь собрались, да. Скажите, а вот были такие случаи, когда застройщик требует каких-то приемов, которых вы не придерживаетесь? Ну, например, увеличить объем своего здания, при этом, скажем, нарушив какой-то исторический объект. Вот были ли такие случаи в твоей практике? Был случай в моей практике, когда это было не историческое здание, но это было в центре исторической застройки. И когда уже здание построено, и со мной советуются, как обыграть фасад, но я предлагаю им, говорю как есть, что не получится обыграть этот фасад, придется подстроиться под застройку, под двухэтажность, под дизайн-код какой-то, хотя у нас его единого нет, но визуально он у нас сохраняется. Есть, когда клиенты не всегда соглашаются с этим, но уже когда реализовывают свои проекты по задумке, получается, что общественность все-таки замечает такие проекты и начинается резонанс. Естественно, к архитектору могут прислушаться, но если не прислушиваются, бывают такие случаи, да.
Да, очень печально, что застройщики сразу не обращаются к вам, потому что все-таки у вас есть определенное такое направление в вашей работе, которое вот о сохранности объектов исторической застройки. Мы все время акцентируем на это внимание, потому что для нас это очень важно. И вот все-таки такие эпизоды бывают, к сожалению, Да, к да? сожалению, бывает. Когда часто обращаются за советом переделки старого, и получается так, что уже не вписывается в, тем более, историческую застройку, нам приходится открывать реальность клиенту, говорить, что либо так, либо никак не получается, к сожалению. И в большей части прислушиваются или нет? Но прислушиваются часто. Мы стараемся, конечно, найти компромисс, чтобы и клиенту было удобно, комфортно и финансово, и в жилье свое оформить так, как им нравится. При этом, чтобы городу тоже важно, чтобы было комфортно проходящим, тем, кто давно живет в этих улочках. Естественно, больно смотреть на то, что происходит с кварталами и так далее. Компромиссы стараемся искать. Спасибо большое. Ну, я думаю, зрителям будет интересно, Саля, если ты сейчас нам покажешь несколько своих проектов за своим рабочим столом. Да, можно. Один из проектов, который сейчас уже на стадии финишной реализации, двухэтажный жилой дом в Сухуме. Вот у нас визуализации гостиной. Сейчас нам осталось только расставить мебель, остальное все уже у нас готово. Тоже в таких классических, в неоклассике стиль, плюс современная. И у нас была задача не только дизайна интерьера, планировки, но и функциональная разбивка всего дома, что я считаю, что у нас получилось. Это твое портфолио, да? Это мое портфолио, да. Плюс еще мы к каждому проекту печатаем такие буклеты заказчикам как-то, чтобы у них осталось в памяти, и как журнальчик личный дома, чтобы у них была память, с чего все начиналось. Это один из наших архитектурных проектов реконструкции жилого дома. У нас тут был комплексный проект и архитектура, и ландшафтный дизайн, и интерьер дома. У нас была задача из коробки, которая есть сейчас, здания, создать вот такую интересную архитектуру с арками, отсылка к старой английской архитектуре с ажурными вставками, при этом все это в современный лад перенести. Интерьер тоже подчеркивает всю эту внешнюю часть фасадов. Такой легкий, ненавязчивый общий фон и акцентные темно-синие, голубые цвета. Мгм. Любимые цвета наших клиентов решили обыграть так в интерьере. Этот дом находится в городе Чимчира. Заказчикам мы помогаем реализовывать проект дистанционно. Также мы выезжаем на объекты, предоставляем авторский надзор, технический надзор от наших строителей. Также есть бригады, с которыми мы сотрудничаем, есть кто просто уже по опыту совместной работы предлагаем их услуги. Мгм. Мы за то, чтобы наши проекты реализовывались комплексно, поэтому предлагаем часто проверенные организации для того, чтобы реализовать картинку так, как она задумывалась, без лишних проблем для клиентов. Хорошо, Саля, скажи, пожалуйста, итак, вот какие этапы строительства? Обычно озвучивается какая-то идея, затем все это чертится, и потом отдается заказчику на... Вот просто, я Да, думаю, зрителям интересно это будет. Да, клиент к нам обращается за проектом. Мы подробно расписываем все технические задания от клиента. Дальше разрабатываем проект, архитектурный, дизайнерский, ландшафтный, все они идут по одинаковому этапу. Разрабатывается проект, несколько этапов согласования с клиентом. Как только мы утверждаем, мы подготавливаем технический проект, получается, все чертежи для реализации, для стройки. В основном наш альбом чертежей, он в формате А3 большой для строителей. Но вот задумка с буклетом у меня возникла для клиентов, чтобы у них основные визуализации, картинки были на руках. Чертежи в основном у нас для инженеров, для конструкторов, так как если архитектурный проект реконструкции, дальше уже после нашего проекта разрабатывается конструктивная часть лично с конструкторами.
И когда уже этап стройки начинается, мы сопровождаем авторский надзор, следим за тем, чтобы все шло по проекту. А технический надзор уже ведут конструкторы и инженеры. Этап реконструкции у нас того, что чаще всего демонтируются старые конструкции и монтируются новые. Дальше уже подготовка фасада и внутренней отделки. Все черновые этапы проходят там в основном несколько месяцев, так как нужно ждать, пока все просохнет, пока все устоится, пока все конструкции проверят свою прочность и так далее. Затем уже самый интересный этап для нас, для дизайнеров, это отделка. Подбирать цвета, ткани, мебель, свет и так далее. Все это у нас уже изначально задумано и вложено в проект, так как если даже заказчик будет реализовывать без нас свой проект, чтобы ему было удобно, все ссылки на руках, вся картина перед глазами получается. Саля, спасибо большое, что вы нам открыли все тонкости архитектурной кухни, в результате которой появляются очень интересные объекты в нашем историческом городе. Спасибо. Вам спасибо за доверие. В эйфории нового строительства важно не нарушить имеющуюся историческую застройку города, учитывать старые здания, понимать их значимость, строить новое, которое гармонично будет существовать с памятниками архитектуры. Вот задача архитекторов и застройщиков нашего города.